Добрый день, Арцуев Аслан, адвокат-правозащитник. Мы собрались по поводу 75-й годовщины геноцида чечено-ингушского народа под видом депортации. В те тяжелые времена 1944 года за помощь Гитлер, ложно обвинив за помощи гитлеровской Германии, пока всех женщин, стариков, все мужчины были забраны на фронт, как при Сталине по-другому быть не могло. Все женщины, мужчины и дети и старики были высланы в Казахстан, в Среднюю Азию. Там мы потеряли более 60, по разным оценкам 70% от числа нашего народа. Сегодня мы собрались по поводу этого дня, траурного дня для нашего народа. И в связи с этим хотелось бы отметить еще один геноцид, который пережил чеченский народ. На сегодняшний день чеченцы в двух российско-чеченских войнах потеряли 30% от своего числа, 300 тысяч. Из них 42 тысячи детей. Геноцид происходит на глазах всего мирового сообщества. Более того, сегодня в Чечне установлен 1937 год, как при Сталине. Только за то, что сюда выйдет, вот на эту площадь выйдет чеченец, да, здесь, находясь в Германии, его родственники, его ближайшие родственники могут быть запытаны, убиты, похищены, обвинены в несовершенных ими преступлениях, по сфабрикованным делам будут арестованы. На сегодняшний день Германия, которая осознала те ужасы, которые творились во время правления нацистов, когда людей убивали по этническому, по национальному признаку, на сегодняшний день осознавшая это Германия выдает чеченцев на пытки и смерть России. Я призываю власти Германии, я призываю всех людей доброй воли, спецслужбы Германии, правоохранительные, миграционные службы, чтобы ни в коем случае не выдавали чеченцев. Да, есть тут люди, которым не грозит опасность, но по большей части те, кто выдаются, они бывают запытаны, и мы не узнаем. Вот много случаев, когда избивали родственников, пытали родственников, но люди, находясь в Чечне, боятся даже признаться в том, что их пытают и избивают, потому что может пострадать не только лично, который пострадал, но могут пострадать и женщины, и в том числе и дети. В прошлом году российский оккупационный режим убил несколько детей, младшему из которых было 10 лет, обвинив их в связях с исламским государством, которое курируется, спонсируется, поддерживается спецслужбами России, в том числе ФСБ России. Поэтому хотелось бы, чтобы на геноцид, который сегодня происходит, тот, который 75 лет назад произошел, вот мы его пришли почтить этот день памяти. Хотелось бы, чтобы на сегодняшний геноцид, на нарушение прав человека, которое происходит по отношению к чеченцам, хотелось бы, чтобы на это тоже обратили и общественность Германии, и европейская общественность, и весь мир, чтобы обратил. Более ущемленного в правах народа на сегодняшний день в мире, как чеченцы, не существует. Вот что я хотел вам сказать.